Друзья, всем салам алейкум. Как вы уже, наверное, поняли из названия, сегодня буду делать астау из картинки, которую нашел в интернете. Вот такой вот астау, довольно популярный, много где его видел, на базаре, у знакомых. Очень красивый и популярный астау. Вот хочу сделать и показать вам, какие фрезы буду использовать. Вот это V-образная фреза 90 градусов, ширина 22. Круглая фреза, ширина 32 мм. Фреза для выборки, ширина 18 мм. Фреза для обрезки, это концевая 6,25. Вот такая фреза, тоже 90 градусов, это от ручного фрезера. Буду использовать на своем ЧПУ. И в самом конце сделаю на ручном фрезере. Можно было бы и на ЧПУ, просто у меня нет такой фрезы на ЧПУ. Что ж, поехали. Рисовать буду варкам 8-го года. Так. Буду делать не круглый астау, а овальный. Вот как раз заготовка у меня 33 на 66 сантиметров. Астау будет таким. Растр, загружаем слой и картинку здесь вписать. Начну с ручек. По вот этой картинке нужно будет нарисовать вектора. Берем полилиний. Здесь, чтобы получить эффект как на картинке, вектора буду рисовать снаружи. Не по вот этой вот линии, а чуть-чуть снаружи. Чтобы когда будем делать гравировку по средней линии, средняя линия стала вот примерно здесь. Обрезку буду делать именно вот по средней линии. Вот ручку нарисовал. Теперь все это сглажу. Не обязательно вот это все рисовать. Сейчас это скопируем и все поставим на свои места. Копировать, ставить, зеркально отразить по низу. Вектор надо будет чуть-чуть поднять. Много.
Вот это лишнее убираем. И вектора обязательно объединяем. Теперь надо нарисовать вот этот круг. Берем круг. У меня диаметр сразу 33 напишу. 330. Вектор подвину. Теперь вот эту часть убираю, она не нужна. Все, ручки готовы. Еще раз круг. Да. У нас остав будет овальным таким. Копировать, ставить справа. Так, преобразование векторов здесь минус 135. Здесь напишем просто 135. Симметрично, чтобы было. Закрыть. Теперь возьму прямоугольник. Так, высота сделаю чуть-чуть поменьше. 329,8. Ширина пойдет 400. Для чего? Вот. Лишнее убираем. Получается, мы нарисовали овал. Объединяй. И все. Теперь сделаю смещение этого овала внутрь на 18 миллиметров. Вот. Почти что посуда готова. Надо будет нарисовать вектор для обрезки. Как я это делаю? Беру вектор, траектории, гравировка по средней линии. Любой инструмент V-образный. Средняя линия. Вектор нужно нарисовать вот по вот этой линии. Получится, обрежет прям посередине узора.
Все, вектор нарисовал. Теперь его копирую. Ставить по низу. Вот так вот примерно. Лишнее убираем. Объединяем. Этот вектор копируем. Ставить справа. Минус 256 723. Все, вектора там, где надо. Теперь объединяем. Вот это надо поставить на место. Для этого 260 544. Так. Здесь точно так же. Подвину. Все, осталось нарисовать вот эти маленькие орнаменты. Для этого беру круг диаметром 8 миллиметров. Затем прямоугольник, чтобы убрать половину. Объединяем. Теперь вот этот вектор сделаю смещение на 5 миллиметров наружу. Затем выбираю вот этот вектор и вот этот вектор. Беру этот инструмент. Вставка выбранных векторов вдоль кривой. Количество задам 100, ну пусть будет 110, да. Ставить. Закрыть. Затем этот уже не нужен. Беру этот вектор и смещаю его наружу еще на 13 миллиметров. А, нет, на 3 миллиметра. Раз.
Вот этот вектор нам не нужен. Теперь смещаю этот вектор наружу на 13 миллиметров. Вот и все. Рисунок готов. Можно писать УП и фрезеровать. Первым делом буду фрезеровать ручки и вот этот орнамент. Выбираю вектора. Все вместе буду. Одной фрезой. Восемь 22 90. Это вот эта фреза. Вот так вот будет выглядеть. Сохраню УП. Ручки. И орнаменты. Это первое. Затем сделаю обрезку. Это удалю. Обработка по профилю наружу. Финишный проход 20. Шесть 25. Сохраню УП. Второе. Обрезка. Потом стенку чаши буду делать вот этой фрезой 32 миллиметра. Обработка по профилю внутрь. Финишный проход 30 миллиметров. Круг. Вот это я буду делать после выборки чаши, чтобы фрезе было легче. Стенка чаши 6,32 круг. Это будет четвертая. Третья будет выборка. Вот этот вектор сделаю выборка. Тоже на 30 миллиметров. Восемь 18. Глубина за проход 3 миллиметра.
Вот он. Выборку буду делать в третью очередь. 3. Выборка чаши. Все, 18. Друзья, я один момент упустил. Кажется, я забыл про переходы. Переходы делаем обязательно. Вот эту обрезку я сделаю заново. УП. Наружу 20. Берем вот эту линию. Переходы. Количество 4. 15 на 15 мне хватит. Вот они, переходы. Перемещу их сюда вот. Сохраняю. Второе. Обрезка 6,25. Верхнюю сторону закончили. Теперь давайте напишем на нижнюю. Вот этот вот вектор. Сделаю смещение на 8 миллиметров наружу. Этот вектор, который обрезали, я смещу на, давайте на 15 миллиметров. Теперь между этими двумя векторами сделаю выборку. Выборка 30. 8,18. Растр. Выборка низа 8,18. И ручку тоже буду делать с нижней стороны. Тоже гравировка по средней линии. Я буду делать вот этой фрезой поменьше, чтобы не задевал стенку. Да, добавим инструмент V-образный. Так, у меня 8 на 12, 90. Диаметр 12, 90, глубина за проход 4. Так. Опа, упустил один момент. Здесь обязательно надо менять плоскость безопасности. Сделать надо повыше.
чтобы когда он будет туда-сюда перемещаться, чтобы не испортить дно остал. Так. Посохраняем. Так, это 6-е, ручка, низ. Так. Ну, вроде все. Давайте начнем фрезеровать.